Всем привет! Сегодня обзор передних тормозных колодок на Renault Logan. Из вариантов у нас сегодня тормозные колодки компании TRV, Profit, Remsa, LPR и Rider. Если начинать с хорошего качества, конечно, можно выбрать тормозные колодки компании Remsa или Ferredo. Невысокая стоимость по отношению к оригинальным тормозным колодкам и неплохая эффективность тормозных колодок. Но на тормозные колодки Remsa нет в комплекте датчика износа тормозных колодок, то есть датчики есть на тормозных колодках Profit, TRV, LPR и Rider в комплекте. Тормозным колодкам Remsa датчика износа нет. На задней стороне есть фирменный логотип компании Remsa, есть серийные номера, на фрикционной накладке нет никаких фасок, есть только прорезь для отвода тормозной пыли. Высота же фрикционной накладки тормозной колодки компании Remsa практически 13 мм. Каталожные номера тормозных колодок и тормозных дисков будут, как всегда, в описании под видео. Также не забывайте подписаться на наш канал и поставить лайк. Тормозные колодки компании TRV в случае с Renault Logan дешевле тормозных колодок Remsa, но у тормозных колодок TRV есть минус, то есть не такая эффективность, как у тормозных колодок компании Remsa, и немного больше пыли от тормозных колодок компании TRV. На задней стороне есть накладка, есть каталожный номер, также есть серийный номер и фирменный логотип компании TRV. На фрикционной накладке нет, опять же, фасок. Есть только прорезь для дренажа тормозной пыли, которая немного больше по глубине, чем на тормозной колодке компании Remsa, и немного шире. Высота же фрикционной накладки колодки TRV уже чуть больше 13 мм, то есть немного больше, чем на тормозной колодке компании Remsa. Лидером уже из бюджетных вариантов тормозных колодок, это у нас итальянского производителя LPR, очень мало отзывов отрицательных, то есть колодки практически не пищат, но есть минус на то, что на колодках компании LPR тормоза более мягкие, то есть как в принципе на колодках и Profit, и компании Rider. На задней стороне тормозной колодки компании LPR есть накладка, есть серийный номер и каталожный номер. На фрикционной накладке есть фаски, также есть небольшая прорезь для отвода тормозной пыли. Высота уже фрикционной накладки тормозной колодки компании LPR уже 12 мм. Следующими по качеству после LPR тормозные колодки чешской компании-упаковщика, компания Profit, которые немного дешевле, чем LPR. Одно из главных отличий между тормозными колодками LPR и компании Profit, то что LPR занимается производством тормозных колодок и поставками на конвейеры, а Profit просто пакует запчасти китайских производителей, то есть в данном случае тормозных колодок. На тормозной колодке компании Profit на задней стороне есть накладка, на которой есть фирменный логотип Profit, каталожный номер и серийный номер. На фрикционной накладке нет фасок, нет прорези для отвода тормозной пыли. Высота же фрикционной накладки тормозной колодки компании Profit чуть больше 12 мм. Совсем бюджетный вариант по стоимости и по качеству предлагает венгерская компания Rider, то есть более низкое качество, чем у Profit, но и стоимость немного ниже, чем у тормозных колодок компании Profit. На задней стороне у нас есть только каталожный номер. На фрикционной накладке нет фасок, нет прорези для отвода тормозной пыли. Высота фрикционной накладки компании Rider уже практически составляет 14 мм. Из высокого качества можно порекомендовать тормозные колодки компании Remsa или Ferredo, ATE, Brembo. Среди данных производителей уже можно выбрать хорошие колодки по своему бюджету. Среднее же качество это у нас тормозные колодки компании LPR, Sanjin, Profit. Более бюджетные варианты это уже тормозные колодки компании Rider или же там IntelliDAF и так далее. Всем спасибо за просмотр. В описании под видео будут все ссылки на наш магазин, также каталожные номера, наш Instagram, Telegram и Facebook. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк. Всем удачи на дорогах и до новых встреч.